Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Как обжаловать штраф ГАИ с камеры наблюдения? Правила перевозки собак в автомобиле. Как избежать штрафа? Близятся новогодние мероприятия для школьников. Что нужно знать о планируемой поездке детей? Госавтоинспекция подводит итоги по безопасности на дорогах республики за 2025 год. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит фитнес-тренер Ксения Габышева. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 1 по 7 декабря зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, где травмировано 14 человек, 4 из них несовершеннолетние. Так, 4 декабря в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП на улице Билибина. Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Suzuki Swift совершил наезд на двух 14-летних пешеходов, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила несовершеннолетних в медучреждение, где им назначили амбулаторное лечение. В тот же день на улице Чайковского водитель транспортного средства Toyota Ipsum совершил наезд на пешеходов 4 и 10 лет, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения. Госавтоинспекция напоминает всем автомобилистам быть внимательными вблизи пешеходных переходов, а пешеходам необходимо использовать на одежде светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Фото и видеокамеры работают в автоматическом режиме, и сразу все нарушения передаются в Центр автоматической фиксации административных правонарушений. Техника должна работать безупречно, но на деле часто ошибается, и письма счастья уходят невиновным водителям. Бывали случаи, когда квитанции направлялись за превышение скорости, которую машина физически не могла развить. Автомобилисты, как показывает статистика, предпочитают не связываться с ГАИ, игнорируют или оплачивают ошибочные штрафы. Однако по закону оспорить письма счастья можно. Далее расскажем, как это сделать. Оспорить письма счастья по закону можно в следующих случаях. Когда в момент фото- или видеофиксации за рулем находился другой человек, например, друг, родственник или угонщик. Когда машина продана, но в ГАИ не зарегистрирована. Когда место нарушения указано неверно или машина в момент фиксации нарушения там не передвигалась. Когда камера сняла тень машины на обочине, а не сам автомобиль. Когда штраф пришел за автомобиль-двойник. Когда камера неправильно определила госномер машины или он не читается. И когда за одно правонарушение пришло несколько штрафов. Согласно части 3 статьи 1.5 Кодекса, лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Однако данное положение статьи не распространяется на административные нарушения, зафиксированные камерами фото-видеофиксации. То есть в данном случае собственник сам должен доказать свою невиновность. Итак, основанием для отмены постановления могут быть договор купли-продажи транспортного средства, договор аренды, лизинга. При этом собственнику необходимо подтвердить факт управления его автомобилем другим лицом. Также могут быть подтверждающими документами, как сведения, подтверждающие угон транспортного средства. Жалоба в ГАИ подается лично, по почте, с описью вложением и уведомлением, либо через интернет. Документ рассматривают не больше 10 дней, после чего штраф либо аннулируется, либо водитель признается виновным. В последнем случае автовладелец должен заплатить штраф в течение месяца или обратиться с той же жалобой в суд. Чтобы документ ушел в суд быстрее, можно обжаловать штраф ГАИ через госуслуги. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении, перейти в раздел «Штрафы ГАИ» и выбрать пункт «Получить услугу». Здесь указываются данные водительского удостоверения, СТС машины или номер постановления. После ввода данных надо нажать кнопку «Обжаловать» и в появившемся окошке заполнить форму, написать обращение, прикрепить документы, доказывающие невиновность, и отправить жалобу на рассмотрение.
Выбрав этот способ, можно сэкономить время на простаивании в очередях. В Якутии продолжает снижаться количество ДТП. Это связано с улучшением дорожной инфраструктуры, ужесточением наказаний за нарушение правил дорожного движения и более ответственным поведением водителей и пешеходов. О предварительных итогах работы госавтоинспекции за уходящий год расскажет наша гостья, заместитель начальника отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора управления госавтоинспекции Жанна Закревская. Жанна, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о статистике дорожно-транспортных происшествий. Ну, как вы отметили, на территории республики идет снижение дорожно-транспортных происшествий. Это порядка на 5,2%. Всего зарегистрировано 670 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 77 человек и более 680 получили травмы различной степени тяжести. А какие виды ДТП чаще всего происходили в этом году? Ну, около 39% от всех дорожно-транспортных происшествий составили столкновения. Примерно 25% всех ДТП или 165 связаны с наездами на пешеходов. Также высокой остается доля наездов на препятствия. Как снижение можно отметить опрокидывание. Таких ДТП зарегистрировано по республике 37. А как проходил летний сезон работы в этом году? В период летнего сезона были проведены оперативно-профилактические мероприятия, такие как мотоцикл. У нас проводился на территории республики в 2 этапа. Дорога, населенный пункт, внимание, дети. Сотрудники посещали летние лагеря, где проводили профилактические беседы с детьми, раздавали памятки, светоотражающие элементы. Также в летнее время было выявлено порядка 1400 административных правонарушений, совершенных водителями мототранспортных средств, из которых 284 правонарушения были совершены несовершеннолетними. Также в течение летнего периода по республике проводился ремонт на 150 участках дорог. Были проведены профилактические визиты с подрядными организациями, где разъяснялись применение требований технических средств организации дорожного движения, соблюдение техники безопасности. Обустроено освещение в ряде территориальных подразделений, таких как Татинский район, Мегино-Кангаласский район, Намский район, Булунский, Вилюйский районы, город Нерюнгри, город Мирный, региональная дорога в Амгинском районе. Также было проведено освещение и удерживающее барьерное ограждение. А как проходила работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма? Ну, под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма понимается целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. Всего в текущем году в СМИ опубликовано порядка 170 материалов различного направления по деятельности госавтоинспекции. Было подготовлено 182 радиоэфира, более 100 передач было на телевидении, телесюжетов. Также по направлению пропаганды в текущем году проводились такие мероприятия, как 28-й сбор республиканского конкурса «Малая академия дорожных наук», «Безопасное колесо», «Безопасные каникулы», «Спаси ребенка», «Засветись», «Безопасность на СИМ». Все эти данные мероприятия проводились с сотрудниками по делам несовершеннолетних, с участковыми уполномоченными и с другими службами. Совсем скоро долгожданные новогодние праздники. Какие планы у управления госавтоинспекции по работе на этот период? Но в связи с предстоящими новогодними праздниками в целях обеспечения безопасности дорожного движения с декабря и на весь период проведения новогодних, рождественских праздников сотрудники госавтоинспекции переходят на усиленный вариант несения службы. Будет увеличена плотность нарядов, будут проводиться массовые сплошные проверки на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения. Также с 19 по 20 декабря запланирована елка главы, куда приедут дети со всей республики. Поэтому хотелось бы
чтобы каждый участник дорожного движения, будь то водитель за рулем или пешеход, пассажир, были взаимовежливыми, внимательными на дороге и соблюдали правила дорожного движения. Спасибо. Но я напоминаю, что у нас в гостях была заместитель начальника отдела регистрационной экзаменационной работы и технического надзора Управления госавтоинспекции Жанна Закревская. Собака – это, безусловно, член семьи, который тоже хочет путешествовать и бывать на море. Многие везут животное в салоне автомобиля на заднем сидении, откуда она высовывается в окно, смешит детей и проезжающих мимо водителей. Однако встреча с инспекторами ГАИ может оказаться совсем нерадостной. Какие штрафы предусмотрены за такие перевозки и как правильно возить собак в легковом автомобиле? При столкновениях на скорости собака весом 20-30 кг превращается в тяжелый снаряд, который может серьезно травмировать пассажиров, выбить лобовое стекло и вылететь на дорогу. А при небольшой аварии непристегнутая собака рискует упасть с кресла и получить травму. Поэтому все чаще инспекторы ГАИ начинают привлекать водителей к ответственности за неправильную перевозку питомцев. Питомец должен быть надежно зафиксирован. Ответственность за непристегнутое животное может стать причиной аварии. В случае ДТП вину могут возложить на водителя. Также питомец может получить серьезные травмы. Главный принцип – животное не должно свободно перемещаться по салону. Перевозка домашних животных личным транспортом приравнивается к транспортировке грузов, а согласно пункту 23.3 ПДД груз не должен ограничивать водителю обзор и затруднять управление. Существует ГОСТ под названием «Автомобильные транспортные средства, обзорность места водителя, технические требования и методы испытаний», который четко дает определение обзорности и вносит нормативы для места водителя. То есть никакие крупногабаритные предметы не должны находиться на переднем сидении и загораживать возможные направления взгляда. В первую очередь это касается боковых зеркал, через которые можно видеть правый сектор машины. Причем неважно, что это за груз. Если собака сидит на сиденье пассажира справа, то ее тело выдается вперед и как раз перекрывает зеркало. В этом случае наблюдается прямое нарушение правил дорожного движения, и водителя могут оштрафовать по статье 12.21 КоАП Российской Федерации на 500 рублей. Если собака перевозится на заднем диване автомобиля или в багажнике, то это уже нельзя считать нарушением. В этом случае не перекрывается вид на зеркало заднего вида и нет помех для обзора правой полусферы. Поэтому собаку можно перевозить только в салоне сзади или в открытом багажнике универсала или кроссовера. Не стоит забывать, что для перевозки собак внутри салона существуют специальные удерживающие устройства, которые крепятся в стандартные разъемы для ремня безопасности. Есть также специальные кейсы-клетки для перевозки домашних животных, которые с точки зрения безопасности более предпочтительны. Близится Новый год и вместе с ним школьные каникулы, которые, как правило, сопровождаются множеством различных событий для ребят. Елка главы, посещение культурных мероприятий, поездки в места отдыха или детские лагеря. Но далеко не все знают, как правильно организовать перевозку детей на автобусе. Между тем, в ПДД есть отдельная глава, посвященная этой теме. Давайте вспомним вместе самые важные пункты и требования. В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками увеличилось количество организованных перевозок детей. Однако особые климатические условия Якутии с ограниченной видимостью из-за сильных туманов в зимний период и выбросы выпускных газов двигателей, когда водителям нелегко соблюдать безопасную дистанцию движения, выполнять встречный разъезд, обгон, маневрирование на перекрестках – все это негативно влияет на обеспечение безопасности дорожного движения. Организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами. Перед началом осуществления такой перевозки в подразделении госавтоинспекции подается уведомление об организованной перевозке группы детей. В случае, если указанная перевозка осуществляется тремя автобусами или более, перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусом патрульным автомобильными госавтоинспекторами. Заявка на сопровождение подается не менее чем за 10 календарных дней до
планируемой перевозки. Для такой перевозки рекомендуется использовать автобус с опознавательными знаками ограничения скорости, в котором должны быть ремни безопасности для каждого пассажира, а на крыше исправный маячок желтого или оранжевого цвета, который при движении автобуса должен быть включен. Само движение автобуса не должно превышать скорости 60 км в час. К перевозкам детей допускаются водители, чей стаж работы категории D составляет не менее 2 лет. Кроме того, он не должен в течение года привлекаться к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала поездки в случае междугородней перевозки и не позднее 24 часов, если поездка проходит по городу или в пригороде. При температуре окружающего воздуха минус 45 градусов не рекомендуется организация перевозки детей автобусами. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит на них фитнес-тренер Ксения Габышева. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Ну скажите, какой у вас стаж вождения? У меня стаж с 2021 года, получается, 4 года. 4 года. Да. Ну, мы желаем вам удачи. У нас 10 вопросов, и нам нужны ваши 10 ответов. Хорошо. Итак, первый вопрос. Чем необходимо руководствоваться, если значения дорожных знаков и линий горизонтальной разметки противоречат друг другу? Варианты ответов: требованиям линии разметки, требованиями дорожных знаков, и правила эту ситуацию не регламентируют. Требованиям дорожных знаков. Вариант номер 2. Номер 2. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Разрешено ли осуществлять посадку, высадку пассажиров, либо загрузку, разгрузку транспортного средства в зоне действия этого знака? Варианты ответов: разрешено. Второй вариант: разрешено, если это займет не более 5 минут. И третий вариант: запрещено. Ответ запрещено. Третий Запрещено. Вариант номер 3. Принято. Следующий вопрос. Обязаны ли вы уступить дорогу маршрутному транспортному средству, отъезжающему от тротуара, где нет обозначенного места остановки? Варианты ответов: обязаны. Второй вариант: не обязаны, если вы управляете легковым такси. И третий вариант: не обязаны. Он отъехал не от остановки, знака остановки нет, и мой ответ: не обязана. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Обязаны ли вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо? Варианты ответов: обязаны. Обязаны, если легковой автомобиль поворачивает налево. И третий вариант: не обязаны. Не обязана, потому что у меня стоит зеленый свет светофора. Когда светофор не будет работать, я его пропускаю, соблюдая ПДД по знакам. Итак, вариант номер 3. Не обязаны. Не обязаны. Да. Следующий вопрос. Вы намерены остановиться слева у тротуара. В каком случае вы обязаны включить указатели поворота? Варианты ответов: перед перестроением. Второй вариант: перед остановкой. Третий вариант: в обоих перечисленных случаях. Третий вариант в обоих перечисленных. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выполнить разворот в этом месте? Вариант ответов: разрешено. Второй вариант: разрешено, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств. И третий вариант: запрещено. Ответ, скорее всего, запрещено. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Водитель легкового автомобиля должен выключить указатели левого поворота. Варианты ответов: после перестроения на левую полосу. Второй вариант: после опережения грузового автомобиля. И третий вариант: после возвращения на правую полосу. Первый вариант: после перестроения на левую полосу. Вариант номер 1. Следующий вопрос. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги? Варианты ответов: рекомендуемая скорость движения 40 км в час. Второй вариант: минимальная допустимая скорость движения 40 км в час. И третий вариант: минимальная допустимая скорость движения по левой полосе 40 км в час. Минимальная допустимая скорость движения 40 км в час. Третий вариант. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон? Варианты ответов: можно. Можно, если грузовой автомобиль А двигается со скоростью менее 30 км в час.
И третий вариант нельзя. Нельзя. Третий вариант. Вариант номер 3. Да. Принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам движение? Варианты ответов: разрешено только направо, разрешено только для выполнения разворота, и третий вариант: запрещено. Ну, тут сразу в голове паника, особенно когда светофор выключается. Ну, вы не одна. Да, и вспоминаем стих и говорим: разрешено только направо. Вариант номер 1. Да. Разрешено только направо. Итак, это был последний вопрос, и сейчас результаты проверит преподаватель ПДД, эксперт Анастасия Бушуева. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Итак, проверим знания по правилам дорожного движения Ксению. Итак, первый вопрос. Чем необходимо руководствоваться, если значение дорожного знака в линии горизонтальной разметки противоречат друг другу? Если у нас есть дорожные знаки и разметки, мы должны руководствоваться дорожными знаками. И вы здесь правильно ответили. 1 балл есть. Разрешено ли осуществлять посадку, высадку пассажиров, либо загрузку-разгрузку транспортного средства в зоне действия этого знака? У нас установлен знак 3.28 «Стоянка запрещена». Здесь мы можем сделать посадку, высадку, разгрузку, загрузку. Она идет как остановка, то есть остановка – это преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также может быть больше, если идет посадка, высадка, разгрузка, загрузка. Здесь как раз у нас идет посадка, высадка. Значит, мы это можем сделать. Разрешено. Да, здесь вы ошиблись. Обязаны ли вы уступить дорогу маршрутному транспортному средству, отъезжающему от тротуара, где нет обозначенное место остановки? Здесь вы правильно ответили. В соответствии с пунктом 18.3 правил дорожного движения, если есть обозначенный знак, что это остановка маршрутных транспортных средств, тогда мы должны им уступить. Но в нашем случае их нет. Поэтому не обязаны. Правильно ответили. Обязаны ли вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо? Здесь у нас перекресток регулируемый. Если у нас светофор работает, мы должны руководствоваться светофором, знаки приоритета не работают. При повороте направо мы не обязаны уступить темной автомашине. У него работает правило: при повороте налево или развороте они должны уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся со встречного направления, или тем, которые поворачивают направо. Как раз мы направо поворачиваем, поэтому мы ему не обязаны уступить. Вы намерены остановиться слева у тротуара. В каком случае вы обязаны включить указатели поворота? Сразу обращаем внимание на знак, установленный знак «Одностороннее движение» 5.5. Мы указатели поворота должны показывать и перед перестроением, и также перед остановкой. Правильно ответили в обоих перечисленных случаях. Разрешено ли вам выполнить разворот в этом месте, где остановка маршрутных транспортных средств? Мы можем сделать посадку, высадку, но при этом не должны создаваться помехи движения маршрутных транспортных средств. Но здесь не посадка, высадка, а разворот. Разворот, задний ход, где остановка маршрутных транспортных средств запрещена. И здесь вы правильно ответили. Водитель легкового автомобиля должен выключить указатели поворота. Мы параллельно едем, мы перестроились левой повороткой, сразу выключаем указатель поворота. Выключенным указателем поворота едем прямо и возвращаемся на ранее занимаемую полосу уже правой повороткой. Поэтому здесь мы его выключаем после перестроения на левую полосу. Тоже правильно ответили. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги? У нас таблица 8.4 и идет совместно со знаком 4.6, предписывающий знак ограничения минимальной скорости, и как раз вот полоса движения действует на ту полосу, над которой он установлен. Поэтому по левой полосе минимальная допустимая скорость движения должно быть 40 км в час. И здесь у нас действие происходит в населенном пункте, значит, по правой мы едем в населенном пункте не более
60 км в час. Вы здесь правильно ответили. Можно ли водителю легкового автомобиля начать обгон? Но обгон у нас относится к наиболее опасным и трудным моментам управления автомобилем. Поэтому прежде чем сделать обгон, мы должны убедиться, то есть мы должны посмотреть и вперед, и назад, да? Убедиться, впереди, сзади указатели поворота не включили, тогда мы можем идти на обгон. Но в нашем случае у нас грузовой автомобиль включил, то есть приступил уже к обгону, поэтому уже нельзя. Вы здесь правильно ответили. Разрешено ли вам движение перекресток регулируемый? Здесь мы вспоминаем старый преподавательский прием, афоризм, вытянутая правая рука, шлагбаум. То есть здесь движение запрещено. Здесь ответ 3, здесь вы ошиблись. Итак, у нас Ксения ответила на все вопросы и допустила 2 ошибки. Были заданы вопросы по теме сигнала светофора, проезд перекрестков и также дорожные знаки. Уважаемые водители, в связи с низкой температурой следите за техническим состоянием вашего автомобиля. При недостаточной видимости включайте противотуманные фары совместно ближним или дальним светом фар. Не забывайте об этом. Удачи на дорогах. Всего вам доброго. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. С наступающим Новым годом и до новых встреч!